Добрый день, друзья. Я сперва представлюсь. Меня зовут Иван Данилов. Я основатель компании «Шишкин дом», строительной компании. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Афанасьевич. Добрый день, Дмитрий. Добрый день. Так, Дмитрий Афанасьевич является руководителем представительства компании «Гекса» в городе Якутске. Компания «Гекса» – это производитель строительных пленок, как «Изоспан». Вот. Эта компания у нас нашими потребителями проверенная компания. Компания уже 20 лет на рынке Якутии, Республики Саха-Якутия. И пользуется популярностью среди потребителей строительной сферы. Более того, является надежным партнером строительного бизнеса. Так, Дмитрий. Вот нас и подписчиков, наших подписчиков интересуют вопросы такие, как строительные пленки. Что это такое и где они применяются, строительные пленки? Хорошо, я это сейчас расскажу. Строительные пленки, они предназначены для защиты утеплителя и всей конструкции дома от пара и влаги. Если вообще из корней начать, что такое вообще утепление? Зачем вообще люди утепляются? Первый вопрос, который касается утепления, зачем нужен утеплитель? Зачем нужно утепление? Некоторые могут ответить, что утеплитель нужен для того, чтобы было тепло. Но на самом деле это не совсем так. Чтобы тепло было в доме, у нас есть печи, система отопления, и расходные материалы в виде дров, углей, газа, электроэнергии. Вот это все, что нужно для тепла в доме. А утепление это нужно для того, чтобы сохранить вот это все тепло. То есть утеплитель это есть наш инструмент, чтобы сэкономить на дровах, на угле, на электричестве, на газе, на всем, которым, да. Можно привести простой пример, да. Это, допустим, рыбацкая палатка. Бывает она тонкая, но опять же зимой можно там тоже с помощью печки отапливаться и комфортные условия создавать. А есть другая палатка, утепленная рыбацкая палатка. Рыбацкая палатка утепленная, она стоит в разы дороже, но профессионалы рыбаки, которые зачастую больше проводят времени на реке, на озере, они знают, что переплатив, допустим, палатку утепленную, они сэкономят на топливе. Практически в первый же год могут окупить. Также утеплитель, который мы покупаем, потом монтируем и устанавливаем в наши дома, он в итоге тоже должен сэкономить нам эти расходы на отопление. Вот это первое, что нужно знать. То есть мы, утепляя дом, экономим на газ, на источник тепла. Должны, да. Если мы топим дровами, значит тогда мы экономим на дрова. Да, то есть да. это экономия денег. То есть на дрова, на уголь экономим, на газ, и прочее, на источники. Тут даже можно, если глобально смотреть, учитывая то, что природное наше богатство заканчивается, это даже на экологичность может повлиять, потому что мы должны своим детям, внукам оставить эти все богатства. Естественно, мы должны экономить все это, не тратя лишнее. Вот это тоже, да, это первое. Энергоэффективность. Второе, утеплитель, в том числе и вообще все конструкции деревянные, что и металлические, да, они все боятся чего? Влаги, сырости в любом виде. Утеплитель намокает, он теряет свою теплопроводность, то есть повышается теплопроводность, теплоизоляционные свойства понижаются. А дерево, когда там вода попадает, начинает гнить. Металлические конструкции, они начинают коррозировать. Да? То есть в любом случае враг номер один это для любой конструкции, в том числе и для утеплителя, это вода в любом его виде. Да? И чтобы защитить это все конструкции и утеплитель от влаги в любом виде, да, нужны как раз эти строительные пленки. Строительные пленки, которые как раз наша компания выпускает под торговой маркой «Изоспан». Они бывают, грубо скажем, 4 видов. Ветрозащита, гидроветрозащита, пароизоляция и гидропароизоляция. Всего-навсего 4 вида, но у нас на сегодня есть буквально где-то порядка 20 видов марок пленок. Да?
Марка, торговая марка Изоспан, она в Якутии, ну не только в Якутии, она и по России очень популярна. Все его применяют, и все характеристики тоже знают, куда что применять. Но компания наша не стоит на месте, и постоянно вот появляются новые материалы с улучшенными характеристиками. Вот это все, конечно, нужно донести для наших потребителей, которые вот зачастую, скорее всего, по незнанию используют те материалы, которые практически были выпущены в производство 20 лет назад, так скажем. Ясно. Значит, тогда существует вот 4 вида строительных пленок. То есть по функции. Это это ветрозащита, Б гидроветрозащита, пароизоляция и гидропароизоляция. Гидропароизоляция. Так, ну, значит, тогда мы должны создать, допустим, если утепляем дом, должны создать паробарьер. То есть, когда тепло все равно идет с влагой, и чтобы защитить утеплитель, мы должны создать паробарьер, то есть пленкой. От осадков, допустим, от природных осадков мы должны защитить, поставить гидробарьер, то есть влагобарьер, да? То есть тоже должны использовать, допустим, вот какой вариант строительной пленки. Да. Я понял суть гидрозащиту, вашего, делаем. Суть вашего вопроса заключается в чем, да? Вот влага, она откуда может попасть? Вот как раз вот Иван Петрович примерно хотел сказать, видимо, что изнутри дома, да, влага, она может попасть в виде пара. То, что мы дышим, там, что-то варим, там, вот, допустим, та же стяжка, да, монолитная, гипсокартон как-то, вот, допустим, обрабатываем с края, штукатурим, дышим даже, допустим, да, это все в виде пара выделяется и стремится попасть на утеплитель. И поэтому изнутри мы как раз должны сделать паробарьер, как вы правильно сказали, да. Еще есть влага, которая может попасть на утеплитель, на деревянной конструкции снаружи. Это аварийные протечки, там, задувание ветром снега, конденсат, который подкровельный, да, который образовался внутри вот кровли и как раз вот весной начинает таять. Вот эта защита снаружи, она должна, кроме того, что она не должна пропускать воду снаружи, она должна еще иметь способность выпускать из утеплителя. Вот, да. Дмитрий, как раз у наших подписчиков и у наших клиентов всегда возникает вопрос, вот как правильно утеплить черный пол. У нас все мы очень хорошо знаем, то, что у нас климат самый суровый на этой планете. У нас интервал температурного градуса 100 или более 100 градусов Цельсия. То есть очень важно для нас утепление пола. То есть, чтобы создать, скажем так, комфортный микроклимат в жилых помещениях. Пирог на самом деле, если вот, допустим, сейчас рассказать, вроде бы как простой. Это если начать изнутри, да, помещения, чистовой пол, потом воздушная прослойка, потом идет пароизоляция, потом утеплитель, потом идет ветрозащита, потом черновой пол. И в конце это вентилируемое подпольное пространство. Но на самом деле вот некоторые, когда строят вот именно черновые полы, делают ошибки, да? По идее у нас на сайте, как раз, кстати, про сайт, если рассказать, сайт у нас в 2020 году обновился, и там буквально вот детально все пошагово инструкции идет, допустим, как все это делать. Плюс к этому в каждом, допустим, лифлетике, да, вот рекламном, по идее это все тоже разрисовано. Как раз вот у вас в этой компании, ну, в компании Шишкин Дом, вы как раз можете со своими клиентами, когда общаетесь, вот такие вручать с ним, как памятка, да. Все пошагово, по идее, все расписано. Плюс к этому в каждом рулоне Изоспана есть, опять же, подробная листовка. Но люди, как бы, используя этот материал, иногда не смотрят эти листовки там на сайты. Допустим, могут обратиться в YouTube к каким-то другим, допустим, авторам. И, естественно, мы за то, что другие авторы там рассказывают, мы не ручаемся. Все правильно, оно есть у нас на сайте.
Тем более, вот, как я опять повторюсь, да, в 2020 году у нас сайт обновился, и все конкретно все расписано. Во-вторых, я скажу, какие ошибки могут совершать для, ну, допустим, конкретно при использовании строительных пленок при утеплении пола в черновом поле. Да? Это оборачивание балок любыми пленками. Это ветрозащита или пароизоляция. Это первая ошибка. При оборачивании балок образуется как раз мостик холода. Ну, это, не знаю, ну, я могу, допустим, нарисовать потом, ну, здесь в компании Шишкин дом они потом могут подробно уже каждому клиенту показать, где могут вот эти точки возникать. Второе, это негерметичность пароизоляционного слоя. Зачастую, допустим, когда делают пароизоляционный слой, люди, да, не применяют как раз вот такие скотчи, которые вот есть в ассортименте Изоспана. Это не только вот Изоспан, КО+, и Мелпроф, есть здесь много скотчей. И каждый скотч, он применяется именно в своих целях, какую-то свою функцию выполняет. С какими-то материалами, вот, допустим, этот материал применяется, с какими-то, допустим, бутилкаучуковая лента. Это все, по идее, тоже везде расписано, но люди, я не знаю, почему они, может, экономят или что, или по незнанию, но как раз герметичность пароизоляции – это очень существенная ошибка. Это вторая ошибка. Третья ошибка – это то, что, допустим, в черновом поле наша конструкция, которую вот мы рекомендуем, да, это не вентилируемое подпольное пространство. То, что у нас, допустим, везде в рекомендациях указано, оно применяется при условии, что пространство подпольное, оно вентилируется. Вот. И вот эти три момента, если вот учитывать, то, по идее, не должно быть проблем с черновым полом. Хорошо. Так, ну, значит, тогда вот эти пленки, клейкие ленты, они есть даже в определенных температурных условиях используются. То есть в градусах при минусовых температурах пользуются. И, ну, можно плюсовых. Да, кстати, можно, да, об этом еще подробнее сказать. Но это вот пробные экземпляры как раз для строительных компаний мы привезли в этом году, да, чтобы они сами использовали и попробовали, ну и уже, да, поняли, как он применяется и как он, при каких температурах его можно применять. Плюс этих скотчей в том, что уникальность этих скотчей в том, что они применяются при температуре от минус 10 градусов условия монтажа. Немногие соединители ленты могут похвастаться вот этими характеристиками. Ну, да. И плюс, конечно, сама вот адгезия к разным материалам, клейкость его. Ну да. Так, и ну, далее у нас вопросы не только утепления пола, и второй важный вопрос у нас беспокоит утепление, ну не нас лично, а наших подписчиков и наших клиентов беспокоит утепление мансардного этажа, мансардное прикрытие. То есть полутораэтажные дома, мансардные дома. Вот в наших условиях, в якутских условиях, как необходимо утеплить, есть плюсы, минусы вот, на практике. Все понятно. Ну вот как раз вот мансардные дома, то есть это 1,5 этажа или 2 этажа, но при этом как бы мы хотим использовать то пространство, которое под кровлей максимально, да? Да. Это как раз экономия в материалах, ну и внешне красивый вид тоже вот лучше смотрится намного. Но как раз риски того, что может возникнуть конденсат и могут возникнуть проблемы из-за конденсата, вот это настораживает многих как бы, людей, которые хотят строить дом. Как раз вот такие конструкции, вот именно утепленно-скатной кровлей, они везде у нас, допустим, вот в образцах, в брошюрах, они первыми идут. Почему? Потому что как раз вот эта самая проблемная точка. Почему она проблемная точка? Как мы все знаем от школьной физики, да, теплый воздух, он стремится всегда наверх.
И как раз вот на втором этаже возникает как раз вот перепад температур, самый высокий внешней температуры и внутренней температуры. И как раз там возникает риск образования всегда конденсата. Если у нас сам пирог сделан неправильно, естественно, возникнут большие проблемы. Может проблема возникнуть даже такая, что придется все демонтировать, всю кровлю. Потому что когда потечет в одном месте, мы не будем уверены, что именно там проблема. Она же может, допустим, сверху где-то потечь. Поэтому это демонтаж всей крыши. Демонтаж практически всего утеплителя. Как утеплитель наш сохранится или не сохранится, это уже другой вопрос. Может быть вообще полная замена утеплителя. Потом уже монтаж нового утеплителя, монтаж новой крыши. Это уже почти в 2 раза дороже станет сама работа, да? И никто не застрахован от того, что мы саму кровлю не повредим при демонтаже. Поэтому здесь это очень серьезный вопрос. Как раз люди почему боятся вот этих рисков. На самом деле, опять же, вот, повторюсь, что пирог, вот то, что мы рассказывали при черновом поле, примерно такой же. То есть это, если начинать изнутри, это внутренняя обшивка, потом воздушная прослойка идет, потом пароизоляция, именно герметичная идет. Опять же, с проклейкой нахлёстов, да. Потом утеплитель. Потом здесь идет уже дальше гидроветрозащита. В отличие от цокольного перекрытия черного пола, да, где риск попадания влаги извне минимальный, то есть практически нету там такого. А здесь вот разница как раз утепленной скатной кровли в том, что здесь как раз нужна именно гидроветрозащитная пленка. Да. В чем разница между ветрозащитной пленкой и гидроветрозащитной пленкой? Первая пленка, вот гидроветрозащитная пленка, она пропускает пар, но не пропускает воду. Сам материал сделан таким образом, что он трехслойный, да? С двух сторон у него спанбонд идет. Вот это, допустим, это гидроветрозащитная пленка, да? И внутри есть фильтрующая как мембрана, которая как бы пропускает пар, но не пропускает воду. А обычная ветрозащитная пленка – это практически однослойный спанбонд разной плотности. Он, конечно, пропускает пар очень хорошо, да, но есть риск в том, что он будет пропускать влагу. То есть в чем вот разница, да? Гидроветрозащитная пленка, она не пропускает воду, а ветрозащита может пропустить воду. То есть, если у нас в подкровельном пространстве образовался, допустим, кружак какой-то, да, или аварийная протечка, наша ветрозащитная пленка, если мы его туда уложим ошибочно, она может пропустить в утеплитель влагу, естественно, тем самым будет снижение теплоизоляционных способностей, начнется процесс гниения, ну вот это и дальше вот это все отрицательное. Поэтому вот именно здесь вот такие моменты. После гидроветрозащиты мы должны обеспечить вентилируемый слой, вентилируемую прослойку, а потом уже начинается обрешетка, ну и сама вот кровля. То есть, если опять же изнутри повториться, да, обшивка, воздушная прослойка, пароизоляция, утеплитель, гидроветрозащита, вентилируемая прослойка, ну и кровля сама. Вот это вот 7 элементов, которые вот нужны для того, чтобы у нас была правильная конструкция чердачно-межэтажной, утепленной скатной кровли, вот, которая вот здесь есть. Так, ну это для первого раза как будто сложно, 7 прослоек. А если посмотреть, вот на всех брошюрках есть, как правильно утеплить. Прямо вот на первой странице. Вот она вот, все прослойки. Вот как 7 сказали, так вот 7 штук как раз есть утепление. Ну, то есть там с воздушными разрывами, строительными пленками, утеплителями и так далее. Вот. Так, ну что, друзья, поблагодарим Дмитрия Афанасьевича за плодотворную работу, за то, что он нам пояснил, объяснил, как правильно утеплить, как правильно защитить утеплитель. Ну вот еще добавим чуть-чуть, то есть утеплитель, он является благоприятной средой для насекомых и для грызунов. Поэтому подписчики и
клиенты, вам нужно обратить на это тоже очень такое внимание. То есть нужно защитить, допустим, мы как утепляем пол, сперва идет прослойка, сетка антигрызун. То есть мы защищаем от мышей, от крыс утеплитель. Отсекаем, да? Да. То есть защитили от грызунов, теперь необходимо защитить от насекомых. То есть от тараканов, от муравьев, там, ну и так далее. В общем, от насекомых тоже мы защищаем пленкой изоспан, ацоколь. Ветрозащита, ветрозащита и плюс вот как раз является барьером для насекомых. Ну, можно так сказать, Вот, да. Вот. Ну, Дмитрий, спасибо. Ага, хорошо. Ага. До новых встреч.